Здравствуйте, дорогие ребята! Добро пожаловать на урок русского языка. Сегодня у нас с вами второй урок, и тема урока– уроки живой природы. Сегодня на уроке мы будем слушать и понимать устную речь и главное содержание коротких текстов. А сейчас, пожалуйста, прослушайте стихотворение. Школа для птенцов. Птичья школа. На старой липе во дворе большое оживление. Повесил кто-то на заре такое объявление: открыта школа для птенцов. Занятия с 5 часов. Здесь можно даже летом учиться всем предметам. И ровно в 5 часов утра слетелась птичья детвора. Воробушки, голчата, чижи, стрижи, щеглята, сороки, воронята, синицы и скворцы. Щебечут и смеются, пищат, галдят, клюются, толкаются, дерутся. Что сделаешь, птенцы? Но вот влетел учитель в класс, и суматоха улеглась. Сидит смирнее голубей на ветках молодежь. Учитель — старый воробей, его не проведешь. Он справедлив, но очень строг. Итак, друзья, начнем урок. У нас по расписанию сейчас чистописание. Воробушки и галочки сидят, выводят палочки. Второй урок — родной язык. Запомним, пишется чирик, а произносится чивик или чилик, кто как привык. Теперь займемся чтением любимых детских книжек. Читаем с выражением поэму «Чижик-пыжик». К доске пойдет, допустим, чиж. Ну что же ты, дружок, молчишь? Чижик, пыжик, где ты был? А как дальше я забыл. Но тут звонок раздался. Попрыгайте пока, а кто проголодался, заморит червячка. Теперь естествознание. Запишем 2 задания. Где собирают крошки и как спастись от кошки. Отлично. В заключение сегодня будет пение. Все, даже желторотые, поют с большой охотою. Вот самый лучший ученик, отдельно на картинке. Он спел 3 раза «Чик-чирик», почти что без запинки. А вот на этой ветке проставлены отметки. У всех 5. Молодцы! Летите по домам, птенцы! Ответьте, ребята, пожалуйста, на такие вопросы. О чем это стихотворение? О заре, о дворе, о птичьей школе, о птенцах? Ну, конечно же, это стихотворение рассказывается о птичьей школе. Почему школа называется птичьей? Кто ее ученики? Школа называется птичьей, потому что в ней учатся птицы, а учениками в школе являются птенцы. Теперь, ребята, подумайте и выполните задание. Назовите слова предметы существительные по теме «Живая природа». Даны слова: двор, заря, объявление, школы, птенцы, уроки, лето, утро, воробушки, голчата, сороки, воронята, чижи, стрижи, щеглята, синицы, скворцы. Какие же слова у нас относятся к теме «Живая природа» и отвечают на вопрос «Кто что?» Кто? Птенцы, воробушки, голчата, сороки, воронята,
чижи, стрижи, щеглята, синицы, скворцы. А сейчас с вами давайте прочитаем небольшой рассказ. Сорока прыгала по веткам и без умолку болтала, а ворон сидел и молчал. «Что же ты, ворон, молчишь? Веришь тому, что я рассказываю?» «Нет, не верю, сорока», — отвечал ворон. «Кто много болтает, тот, наверное, много выдумывает». Кто является главными героями в этом рассказе? Ну, конечно, сорока и ворон. Ребята, обратите внимание на выделенные слова. На какой вопрос отвечают эти слова? Кто? Сорока. Что делала? Прыгала и болтала. Кто? Ворон. Что делал? Сидел и молчал. К какой части речи относятся эти слова? Правильный ответ будет это глаголы, слова действия. Подумайте и назовите слова действия глаголы по теме «живая природа». Даны слова: прыгает, лес, воздух, рычит, сидит, звезды, планета, лает, мурлычет, бежит. Какие же у нас глаголы относятся к теме «живая природа»? Прыгает, рычит, сидит, лает, мурлычет, бежит. Следующее задание – это ваша самостоятельная работа, ребята. Попробуйте вспомнить, как и о ком так говорят. У вас здесь даны слова-подсказки. Волк, сорока, орел, сова, лиса, ворона. Используйте их и запишите, пожалуйста, кого называют болтливая, как кто? Мудрая, каркает, как, хитрая, как, зоркий, воет. На этом с вами наш урок закончен, ребята. До свидания, до новых встреч.